ще видите на себе некој лепотно и одежду, но рубишно е многошведно е ношаше одеяние. Беже преподобно Моисей обичай, по съвършение утренне го пение и по своем обичном, еже в кели правиле, прихождаше в поварню видите кие снеди брати им будут. Моляше же и веляше служебнику миже в поварне, да чтат си угодно брати им устрояти пищу ко упокоению их, иногда же и сам способствуваше им. Делая с ними братья ради ястия, или кому жаху в пустыне от своих им трудов быти. Каябо бяха учреждения их пребывающих в нищете и нестяжании. Пьянственное же питие никогда же в них обреташеся, ибо и устав таковой крепко законоположи преподобник Кирил, да не токмо в животе его. Но и паче по представление его никто же дерзнет пьянственное кое питие внести в обители го. Тщание же имееше велие преподобни в монастырских уставах, да никак уже разоримы будут, а наипаче древних святых предания и постнического законоположения да не приступаются. Единую во святую Великую Четиридесятницу благочестивого князя Андрея княгиня Агриппина приеде в обитель молитвы ради, ибо то место на нем же обитель создася того князя бе отечество и удержание. Бяше же та княгиня зело благочестива и христолюбива, и иноческий чин попремного почитающая, и к преподобному отцу Кириллу имущее усердие. Восходе же в день недельни учредите братью рыбными снедми, но святый не попусти се ему быти. Много же и молящие преподобного отца да разрешит братьям вкусить и рыбой, от вещта святый. А ще сие сотворю, то сам аз уставу монастырскому разоритель буду, и им от покончини мои глаголати, яко Кирил повелеве великий пост рыбы и ясти. Княгиня же учреди братью постными снедми, и отшедши в дом, похваляше святаго крепост в хранении предания святых отец. Доздео устави и чине монастырском, прочее же возвратимся на повествование иных преподобного отца добродетелей. Да воспоменеце же пак и дарованное ему от Бога изначало дар умиления и слез. Егда послужаше божественную литургию или чтение чтяше, или что му го послушаше, или стояше направили, или братью поучаше, никогда же можаше слезу держати и от сего видите бе в нем теплоту божествения любве. Имееше же веру к Богу велию со упованием. Егда бо в обители случаху се недостатки и нужних скудость, и глаголах у братья ему, да послед к неким христолюбцам просите у них потребная, он никак уже на то соизволяше, глаголаше же. А ще Бог и пречистая Богоматерь забудет нас на месте сем, то вскую и обретаемся в жизни сей. И утешаше братью и уча на Бога имейте надежду, у мирских же не просите милостыни, да никако исходящие братья из монастыря в мир милостыни ради запятые будут от врага некими соблазнами. Бог же види раба своего тако на него уповающа, преклоняше сердца многих вельмож, и же сами присылаху довольни от имений своих в обитель к преподобному милостыни. Он же с братьею, яко от Бога присланные приимаше, и благодаря владыку Христа и пречистую его Матерь, брат не утешаше малодушие. Да не промолчите же и прозорливство преподобного, еже име от дара Духа Святаго чистоты ради души своея. Брат некий, именем Теодот, в той же стране в пустыне негде жительствувавый, слышав я же о святом, прииде в обитель его, и возлюбив отца и обитель, моли да причтен будет братьев сужитие, и прият быв жительствуваши. По некоем же времени дьявол вложи ему ненавист на святаго отца, и лико перве имяше к нему любовь и веру, толико потом ненавидите его ноча, яко ниже бы видите ему отца, ниже глас его слышите, и влечаше его лукавый помысл изыти из обители, и боряше се с помыслом. И пришед к прежде помянутому старцу Игнатию богодухновенному мужу, изповеда ему помысл свой. Старец же утешаше его глаголя: терпи, брате, Бога ради. Обет будахом Христу владыце нашему, вся любве его ради терпетие. Вежде известно, яко от врага тебе есть помысл сей, чтобы видишь его отце достойно ненавидения, и же есть яко ангел Божий. Глаголю убо тебе, яко аще помысла твоего лукавого послушаешь и отсюда отидеши, от щитите си имаше спасение твоего, и врагу корысть будеши. Теодот же мало утешив се рече: пождуеш те сие лето, негли премениться ко мне отец, и поче се пак и тем же помыслом смущаше се.
Не престояше бо враг наноситие му ненавист на света го. Прибъв же брат боря се с помислом все лето и не има и покоя, умисли к самому отцу прийти и изповедати смущение мыслей своих. Вшедже к отцу в келью и возрев на преподобно его лице, устыдя се светолепних седи него, и студа ради ничтоже решти мужаше. Хотящо же ему изойти вон, удържа его старец и глагола ему: «Брате Теодоте, понеже ты сам не хочешь мне исповедать помышлений твоих, аз убоона я скажу тебе. Иначе святый сказывать и брату вся, я же имееше брат в тайне сердце своего». То услышав брат, ужасе се зело и удивляше се прозорливству святаго, и пад пред ногами его прощение просяше. Святый же утешая его рече: «Не скорби, брате Теодоте, сибо соблазнише се погрешившо мне мняще ме добра бъйти, тъй же един истинствувал и си познав мене зла и грешна суща. Кто бо я сам аз грешни и непотребни?» Брат же види отца так усмиряюща ся, но же сокрушаше се в себе и плакаше, и изповедаше, яко тунени навидением неправедним ненавидеше праведnego. Преподобни же видя покаяние Теодотово, прости го и отпусти рек: «Иди, брате, с миром в келью твою, к тому не приидет на тя таковая брань». От то ли Теодот обред покой сердцу своему, нача большую любовь и веру имете к Отцу Святому паче первого. Не единого же Теодота преподобни и прозорливым оком зряше помышления, но и многих. Приходящие бо в монастыре го познаваше издалеча, кто с каковым намерением приходит, и прилучившимся братьям сказываше глаголя: «Той брат хочет с нами жительствовать, овже прочут и ти мыслит». И иная тайна е сърдец человеческих открываема ему бойвах от Бога. Не подобает же и чудес преподобного молчанием прийти, но к прославлению Бога во святом дивного поне от части сказати. Приведен быст к преподобному Кирилу человек бесен именем Теодор, зле страждущий от нечистого духа, люд по бес в нем бяше. Преподобный же, сотворив молитву, изгна беса и изцеле Теодор, и не хотяше проче отойти от обители, но моляше святаго да пречтете голико иночествующих. Пострижил бо отец Теодора во иночество и нарече ему име Теофан. Некоего времени не достави на църковную службу, и возвещено быст преподобному, яко не имат бъйти святая в ден суботни, недельни литургия. Преподобни же призвав пономаря Нифонта вопрошаше го о вине, если поне мало нечто. Нифон же сказа, яко и сосуд той в нем же вино держится, сух есть, и повеле святый принести к себе сосуд той. Шед же пономар принести сосуд, обрете го полни вина и преизливающся, и удиви се зело. Ведеше бо добре, яко ниже капле вина бе в сосуде и сух бе сосуд. Молитвами же святаго во едином часе вина преисполни ся. Уведеше же то вси братия и удивляху се чудеси и славяху Бога. Вино же то долгое време не оскудеваше в сосуде, донели же иное некими христолюбци бъйст принесено. Некое голета глад бъйст вели в людях, и на чаша алчещи люди приходите ко обители преподобного. Он же повелеваше давати им хлеб, а ще обожествуваше обитель, не беше бо тогда сел и имени, но сами братия труждаху ся, и аще кто от христолюбивых милостей не присилаше, тем питаху ся. И в то гладное время не более в обители имееху пищи, токмо илико препитати се братиям. Пройде же слух во окрестних весех, яко в монастире Кириловом питают приходящих от глада, и на чашу обо множейши и нищи обози истекати се к монастирю. Преподобный же игумен веляше всех питати, илико подаваху брашна приходящим, толико умножаху се во обители молитвами преподобного, и препитано быст в то гладное время множество народа от монастыря святаго Кирила. Случи се некогда возгорети се в монастире келием, и не можаше братья угасити пламени, и же превосходя все обемляше, яко и всему монастырю уже бе возгорети ся. Святей же взем крест течаше ко огню. Беше ту некий мирянин из града пришедей, той видев святаго скоро с крестом грядуща, посмея се в себе святому. Видя бо яко неугасимиест огън вся обемляй. Ставши же святому с крестом противопламене и молящо се к Богу и к пречистой Богоматери, абия огън, аки устойде все святаго нача угасати, и вскоре весь погасея ожегъл, а не сожегъл монастир.
посмеявши го се же човека Божие наказание постиже. Найде бо на него нечаянна е болезнь